Геннадий Петрович Улюкин – общественный деятель Ульяновской области, педагог, филолог, журналист, шахматист и краевед. Участвует в работе по сохранению и развитию родной культуры и традиций. Здравствуйте! Сегодня в нашей новой программе «История о любимом городе» мы расскажем о интересном человеке. И не только расскажем, но и дадим ему слово. Это Геннадий Петрович Улюкин, народный чувашский краевед, шахматист, учитель шахмат, филолог, педагог, журналист. Мы сегодня находимся в начале улицы Чапаева, бывшая улица Чувашская. Здесь еще, наверное, в 1600-х, начале 1700-х годов возникло первое поселение на территории нашего города – Старый Чувашский Мелигес. Вот как раз об этом поселении, о его жителях будет наша история. Еще точно неизвестно когда, но 300 с лишним лет тому назад, в конце 16 века, в эту лесистую и глухую местность пришли беглые чуваши. Народ бежал от крепостного права и от, в данном случае, от чуваших речь идет, от церковников, от священников, которые силком крестили людей. У чувашей была своя религия, которая на 2000 лет старше, чем христианство. Свои боги были. И эти целые династия, бог Тура, потом его богиня, рядом. В общем, 9 человек, 9 богов было самых главных, а самых у каждого бога были помощники, тоже 9. И их очень много было. Это жизнеутверждающая аграрная религия была. Вот они поселились здесь. Пришло их немало, пришло их немного. Ну, от силы, скажем, не больше 10-20 человек. Ведь пробираться тайными тропами очень тяжело. Но они пришли в родные места. Еще до монгольской ига здесь жили, не именно здесь, но в этой стране, они знали об этом, жили болгары. Была окраина Булгарского царства. И поэтому они шли на старую забытую родину, старую незабытую родину. Они что, староздом стали строить? Нет, конечно, видимо, поселились, небольшие лачушки построили и поселились на спуске в той стороне, где сейчас Черемшан, где это мы смотрим здесь пруд уже. Запрудили речку, подняли воду. А они жили там, где есть улица Еневерова, она и сейчас спускается. Уже после полотины, после спуска. Вот. А потом, когда здесь построили полотно, они поселились выше, на улице Черемшанской. Их было немного жило. Но постепенно они до работы жадные были, их никто не угнетал, они постепенно, количество жителей увеличилось. И лет через 40 стало не хватать земли им. Они по ту сторону Черемшана переправились. Здесь переход был
еще я помню, вброд Черемшан можно было переходить во время войны. Ну, не построили мост, не было построена Куйбышевская ГЭС, который поднял значительно уровень воды. На ту сторону переправились, и там засевали поляны большие в лесу, которые не видно. И Лебяжья основалась уже впоследствии за ними. Лебяжья, Лебеж. Чуваши говорят, что Лебеж – это по-чувашски бабочки. На этих полянах было очень много бабочек. А потом стали называть, и русские очень подошло, что там были озера, на озерах и лебеди, говорят, были. И стали называться Лебяжьи, позже уже. Все равно земли не хватало. Они тогда, большая часть семей, 55 человек переехали, поселились в местечке, которое называли Новый Меликес. Левобережье Авралей. Поселился, значит, солдат Мамай, беглый. Некоторые говорят, что он поселился после Пугачева, а некоторые говорят, что он поселился еще раньше, во времена после Степана Разина. Это на 100 лет раньше Пугачева. Вот. Ну, короче говоря, давно дело было. Со временем там поселились русские беглые, то есть, ну, не беглые, а поселились русские. Русское селение стало на правобережье Авралей. И они, деревня очень получилась солидная. Примыкали, эта деревня примыкала, как это назывался, к Калмыцкой Сахче. Сейчас это забытое название, означало название селения Верхняя Якушка. Вот. И там даже название Чувашская улица, Калмыцкий конец говорили. Рядом выходит туда. И название Меликес было. А затем, когда образовался уже в советское время единый поселок Новый Майна. И уже забылось название Новый Меликес. А Новый Меликес дал название дальше. Где-то километрах, наверное, 6 от них еще село возникло. Лет через 40-50. Новый Меликес. Верхний Меликес, да? Да, Новый Меликес дал начало Верхнему Меликеса. По-чувашски означает Сюльги Мелигес. Мелигес. Так. А судьба селения чувашей, которые основали Меликес, стал называться деревня ихняя Старый Чувашский Меликес. Это название даже закреплено на картах. Например, есть карта 801 года, на ней стоит название Старый Чувашский Меликес. И приводится там же на этой карте сведения, сколько здесь было угодий, сколько земли пахотной, количество жителей в этом Меликесе, в Старом Чувашском Меликесе
было 100 человек. 50 мужчин и 50 женщин. На карте написано, проживает 100 человек, русские из новокрещенных чувашей. Так чуваши постепенно превращаются силой Господа Бога в русских. Но, несмотря на усиленное на крещение их, на все, чтобы не очень сейчас и не преподается в школах почти чувашский язык, все равно чуваши помнят, что они чуваши. 300 лет прошло с лишним. И это не умерло.